Доброе утро, любимая республика, любимые, дорогие наши телезрители. Вот наступает, да, вторник, 20 февраля, и рады мы вас приветствовать, как всегда, у экранов. Павел Танин, Эмилия Алиева. В это замечательное февральское утро будем встречать наступивший день. Наш творческий дуэт сделает все возможное, чтобы зарядить всех наших зрителей исключительно на позитивное настроение и бодрый день. Устраивайтесь поудобнее перед экраном своего телевизора или сделайте громче, чтобы услышать всю программу, которую наша большая дружная команда приготовила для вас. Ну а в программе сегодня будет много всего интересного, как, впрочем, и всегда. Никогда такого не было, чтобы было неинтересно. Вот так я считаю. Во-первых, расскажем о самых актуальных новостях к этому утру. Во-вторых, в эфире будет полюбившаяся рубрика «Говорим правильно», никогда не лишнее, да, подтянуть какие-то, может быть, пробелы в грамматике своей. Ну и, конечно же, гости в студии также будут. С ними будем очень интересно разговаривать, много нового узнавать. И все это, не только это, в ближайшие 50 с небольшим минут. Так что совет наш вам, конечно же, не переключайтесь. Ну, кстати, сегодня особенный день, потому что 20 февраля установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Камерун. В этот же день в Вифлееме основан первый женский монастырь. А какие еще интересные события произошли в этот день, мы узнаем в нашей постоянной рубрике «Даты и события». На календаре 20 февраля. Сегодня Всемирный день социальной справедливости. По народному календарю – День Луки, Могучница. На Руси в День Луки было принято печь пироги, естественно, с луком. Этот день в истории. 20 февраля 1909 года опубликован первый манифест футуризма. В 1975 году в Советском Союзе учрежден День войск противовоздушной обороны. В 1986 году на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». В этот день родились Белла Кун, венгерский советский политический деятель и журналист. Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления детка. Лев Даватор, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза. Валентина Чузовская, театральный критик, журналист, отличник телевидения и радио Советского Союза. Евгений Драгунов, советский инструктор стрелкового оружия. И Елизавета Глинка, российский общественный деятель, правозащитник. Именины сегодня у Александра, Алексея и Петра. Ну а кто владеет информацией, тот владеет миром. Известные слова не менее известного банкира. Владеть миром, конечно, дано не каждому, делает сложно, а вот держать руку на пульсе, быть в курсе событий – это признак хорошего тона. Поэтому мы спешим передать слово нашим уважаемым коллегам из информационной службы, чтобы послушать все актуальные новости к этому часу. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. В Якутии продолжается реализация региональной программы «Чистая вода». Еще одним населенным пунктом станет город Нюрба. Масштабный проект реализуют в два этапа. Первый из которых включает в себя строительство водозаборных скважин с очистной и насосной станциями, а также водоводом. Так забита первая своя объект административной части будет трехэтажным, а технологическая часть высотой в 10 метров. Общая площадь 540 квадратных метров. Вода сюда будет забираться из 4 скважин глубиной около 150 метров и очищаться на водоочистных сооружениях производительностью в 1200 кубов в день. С вводом новых объектов Нюрба будет обеспечена водой, отвечающей всем нормативам. Инертный материал весь уже здесь, на объекте. И технологическое оборудование с города Белгорода в ближайшее время тоже будет доставлено. Как и все национальные проекты, вот в декабре этого года. Перед пожарно-опасным сезоном традиционно стартуют тренировки парашютистов-десантников авиалесоохраны. Их подготовка начинается заблаговременно в феврале. Ранее они сдали зачеты по физподготовке, охране лесов, тушению пожаров и других дисциплин. На Маганском тракте 56 парашютистов-десантников прошли учения спусков с вертолета Ми-8. На каждого приходится 5 спусков, ну а для 8 новичков, которые впервые спускаются с вертолета, 7. Отмечу, парашютисты-десантники тушат пожары в отдаленных и труднодоступных местах, где нет дорожной сети. Всего в парашютно-десантной пожарной службе авиалесоохраны работает 555 человек. Первый спуск у них будет высота с 10 метров, а второй с 20. Третий с 30
И 5-й спуск уже 40 метров. Это максимальная высота. До 1 апреля должны закончить. 555 человек по ДПС, личный состав. Всех оттренировать должны. И еще помимо этого параллельно будут проводить тренировки в Вилюйских районах, в Сунтарах и в Нюрбе. Сервисы «Работа.ру» и «Сберподбор» провели исследование и выяснили, как в российских компаниях проводится оценка компетенции сотрудников. Так, свыше 80% российских компаний проводят оценку эффективности сотрудников. Больше трети российских работодателей, 35%, отметили, что в их компании руководители оценивают компетенции сотрудников самостоятельно, но по своим собственным критериям. 13% респондентов рассказали, что начальство смотрит на выполнение KPI. Столько же опрошенных, 13%, отметили, что начальство отдельно обсуждает с сотрудником его успехи и неудачи. Руководство смотрит на годовые результаты в 6% компаний, а 3% респондентов проводят перформанс-ревью. Активные инициативы школьников поддерживаются финансированием. Для этого участники создают проекты и затем проводится отбор лучших инициатив экспертами Министерства финансов региона. Так, в прошлом году учащиеся 8 школ столицы и образовательного учреждения поселка Жатай выдвинули 41 проект. Из них победили 10 школ. Для реализации детских инициатив было выделено 3 миллиона рублей, а в этом году работу расширили и будут участвовать уже 20 школ. Среди них есть и 5 школ из района, в том числе Мирного, Алдана и Чурапчи. Общее финансирование школьных проектов составит 6 миллионов рублей. На финансирование школьного инициативного бюджетирования у нас предусмотрено уже 6 миллионов рублей, и участвовать будут уже 20 школ. В том числе из них 5 школ уже будут представлять улусы. Задача этого школьного инициативного бюджетирования, чтобы именно школьники выбирали тот проект, который необходим именно им, чтобы их инициативы были поддержаны. С 21 февраля по 3 марта в Казани состоится инновационное спортивное событие – ежегодный фиджитал-турнир «Игры будущего». Здесь примут участие около 2000 киберспортсменов со всего мира, в том числе и команда из Якутии «Хату». «Игры будущего» – это первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, который объединяет элементы физической активности и цифровых технологий. Участники будут соревноваться на стыке цифрового и физического пространства по футболу, хоккею, баскетболу, гонкам, единоборствам, сноубордингу и виртуальной велогонке и BMX. Пройдет турнир по лазертагу в стиле шутеров Warface, Counter-Strike 2 и Standoff. Собственно, спасибо нашим коллегам за свежую информацию. Знаем, что в мире происходит в республике. Мы продолжим говорить тоже, да, что-то интересное, полезное, самое главное, познавательное. Вот, например, немаловажный вопрос для многих людей сегодня – это, конечно же, как-то избавиться, может быть, не прям совсем от лишнего веса, но… Подтянуть хотя бы тело. Ну, это все относительно, потому что кому-то, вот самое главное, чтобы было комфортно. Но кто-то хочет подтянуться всегда. Такое бывает. И вот для этого есть принцип, что нужно больше двигаться, поменьше есть. Вот как поменьше есть? Не всегда получается. Вот у меня не получается поменьше есть. Я вот прям навалите мне борща литров 3, и я его весь съем. Но для этого придумали, кстати, очень интересную вещь. Это посуда правильно подобранная, тоже в этом помогает. То есть стараться использовать, допустим, чайные ложечки, использовать десертные вилочки, палочки для еды. Вообще, в принципе, саму тару тоже поменьше брать, да, не такую тарелку прям, да, тазик, грубо говоря, а вот маленькие такие мисочки. И это все как бы связано с тем, что помогает замедлить скорость поглощения пищи, и, соответственно, человек с меньшей долей вероятности сможет съесть лишнего. Ну, конечно, сигнал о том, что вы наелись, Павел, происходит потому, что в крови повышается уровень глюкозы. Обычно это происходит примерно через 15-20 минут от начала трапезы, поэтому важно за это время не скушать в 2-3 раза больше калорий, чем вам нужно для покрытия потребностей. Маленькие порции еды и медленное пережевывание – отличное подспорье в этом.
И вот как раз работает, почему мы говорим, что медленнее кушаешь, то что ты, если с большой ложкой, с большой миской, еще и со скоростью еды, ты там за 10 минут съезжаешь килограмм еды, то с маленькими столовыми приборами ты съешь там грамм 300, у тебя организм уже поймет, что ты вроде бы наелся, и как бы ты лишнего себе не позволишь. Но если мы продолжаем говорить про вот форму себя привести, подтянуться, да, сейчас весна наступит, все будут к лету готовиться, это, как говорится, к бабке не ходи. Один из действенных способов, если вот добавить, опять же, к маленьким порциям, да, медленному поеданию еды, это, конечно же, какие-то физические нагрузки с самыми распространенными и при этом, кстати, эффективными, что самое главное, является, конечно, выполнение утренней зарядки, потому что оно позволяет вот это как-то компенсировать дефицит движения и так далее. Да и, в принципе, зато после зарядки ты весь день остаешься таким бодрым, в тонусе, веселым, да, самое главное, с улыбкой на лице. Когда улыбка на лице, день ты победишь в любом случае. Вот. И поэтому давайте мы вам желаем оставаться всегда в тонусе, быть всегда с улыбкой. И сейчас прям давайте посмотрим, какую зарядку можно утром провести вот так быстренько, хорошо и качественно. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами начинаем зарядку на коврике, все поднимаемся. Сегодняшняя тренировка понравится всем девушкам, женщинам. Обязательно подключаемся, потому что тренировка у нас будет с акцентом на ягодицы. Мы с вами становимся на четвереньки, ладони на ширине плеч, коленки тоже от макушки до копчика. У нас одна прямая, без лишних изгибов в зоне поясницы. Первое наше упражнение — это будут махи с согнутой ножкой. Ножку поднимаем и пятками тянемся к потолку. Работаем только ногой. Приготовились? Все вместе начали. На выдохе. Выдох. По 15 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Сразу правой же ножкой ногу выпрямили и выполняем махи. Здесь у нас колено, стопа работают вместе. 3, 4, 5, 6, 7. Каждый мах выполняем на выдохе. 10. Еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Следующее, третье, сразу коленку слегка тянем к груди и выполняем мах наверх, но без лишних прогибов. В зоне поясницы спинку держим ровно, неподвижно. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Правой ножкой закончили. Переходим на левую ногу. Все то же самое повторяем по 15 раз. Готовы? И поехали. Согнутой ножкой. Пяткой к потолку. Выдох. Выдох. Голень у нас прямая. Таз не вращаем. 6, 7, 8, 9, 10. Дышим. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Выпрямляем ножку и сразу колено и стопа работают вместе. 3, 4. Таз не трогаем, не шевелим ею. 6, 7, 8, 9, 10. Еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. И третье упражнение. Сразу коленку к груди и небольшой мах наверх. Поясницу не трогаем. 2, 3, 4, 5. Выдох. 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5 раз. Давайте напоследок. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, отлично. Мы с вами закончили. Желаю всем плодотворного дня. Спасибо нашему тренеру.
за добрые пожелания. Ну, после такой зарядки, естественно, все будет прекрасно и добрый будет день. Ну, а весна, конечно же, потихоньку вступает в свои законные права. Это значит, что самое время уделить самое пристальное внимание своему здоровью. С 19 по 25 февраля в нашей республике действует неделя информированности населения о важности диспансеризации и профилактических осмотров. Важно поддерживать и укреплять свое здоровье, чтобы легко и быстро справляться с временными физическими недугами. Как раз об этом мы поговорим сейчас с Марией Чукровой, заведующей отделом организации медицинской профилактики Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Мария Николаевна, самого вам доброго утра. Доброе утро. Рада вас видеть с такой вот лучезарной улыбкой. Ну и давайте для начала мы, наверное, с вами разберемся, что же под собой подразумевает вот эта пресловутая фраза, словосочетание «ответственное отношение к своему здоровью». Ну, доброе утро. Про то, что вот отношения, здоровый образ жизни все, наверное, слышали, да? Но самое главное, это мы не должны сами заботиться о своем здоровье. То есть первое, это мы должны вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это не только курение, там, алкоголь исключить, и все, ты ведешь здоровый образ жизни. Нет, здоровый образ жизни – это правильное питание, достаточная физическая нагрузка, да, и самое главное – вовремя проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. И об этом мы сегодня поговорим, да? Да. Ну, вот как раз-таки следующий вопрос. Как можно вообще человеку проверить свое здоровье, предупредить разного рода заболевания, начиная там и от достаточно легких и безобидных, заканчивая чем-то серьезным, не дай бог, конечно. Что на помощь человеку в этом плане может прийти в плане диагностики? Ну, государство заботится о нашем здоровье, да? И в основном люди обычно проходят на платные медицинские клиники, да, думают, что там хорошо все смотрят, и если я оплатил деньги, то все будет. Но на самом деле бесплатно все это есть, да? В поликлиниках, в которых вы прикреплены по месту жительства, вы можете каждый год проходить профилактический медицинский осмотр, и по возрасту еще дополнительные исследования – это диспансеризация, да, про которую все говорят. Старше 40 лет все должны проходить ежегодно диспансеризацию. Почему мы проходим диспансеризацию? Это комплекс медицинских обследований, которые выявляют на ранних стадиях, когда человек сам не знает, что он болен, на ранних стадиях могут выявить факторы риска развития вот этих заболеваний или первые признаки вот этих заболеваний, да? Онкологические, самые страшные заболевания, которых все мы боимся, да? Болезни системы кровообращения. Очень многие не знают, что вот холестерин высокий, давление высокое, голова болит, но мы ходим, да, думаем, там, эти проблемы, там что-то такое, да, у всех давление высокое, да, но на самом деле, когда человек не меняет образ жизни, не начинает пить лекарства вовремя, да, и уже лечение не принимает, у него вот это все накапливается, и потом последствия, вот эти инсульты и инфаркты, это недообследованные люди, которые ходили годами, не проверялись. И вот заканчивается вот так, да? Поэтому обязательно надо проходить диспансеризацию каждый год. Вот вы, кстати, упомянули профосмотры, которые просто немножко еще подытожим, да, так сожмем конспект. Есть профосмотры, есть диспансеризация. Да. Профосмотр каждый год можно проходить, Да. придя просто в поликлинику свою, сказать, я хочу пройти профосмотр. Да. Диспансеризация, она как бы в каком-то... Углубленная определенные группы взрослого и населения. с какой-то периодичностью Да. проводится. Вот до 40 лет один раз в 3 года проводится, а старше 40 лет это уже все ежегодно должны проходить. В чем отличие? Это в том, что добавляются онкоскрининги, да? Онкоскрининг, Которых нет в профосмотре. которых нету в профосмотре. В профосмотре есть узкие, да? Но в диспансеризации более углубленно. Вот больше таких онкоскринингов. И сейчас мы... диспансеризацию мы проводим всей республикой, да? И сейчас мы хотим еще увеличить количество трудоспособного населения, наше население, которое не ходит в поликлиники, да, которые на работе все время. И поэтому для этого даже вышел приказ, чтобы оплатить 1 день оплаченный
для прохождения диспансеризации. То есть, чтобы с работы человек... Да, с работы человек отпросился, пишет заявление на работе и идет проходить диспансеризацию. То есть за один день диспансеризацию можно пройти. Да. Для этого необходимо... Для чтобы этого необходимо прийти прийти в поликлинику, да, можно записаться через колл-центр, через госуслуги. Также у нас поликлиники сами активно приглашают, да, страховые компании помогают нам, чтобы пригласить людей на диспансеризацию. То есть как бы условия есть. И проводится еще диспансеризация в субботу. То есть, чтобы проходили трудоспособное население. То есть, как бы, грубо говоря, на диспансеризацию можно попасть 6 дней в неделю. То есть, Да, в будни и в субботу. Да, с 8 до 8 вечера работают именно отделение профилактики. И плюс еще субботу. И вот опять же есть вот это подспорье в виде отгула оплачиваемого. Да, отгул есть. Это уже как бы официально законодательно закреплено. Да, это законодательно с прошлого года закреплено, чтобы охватить трудоспособное население. Ну, я хотела бы уточнить еще такой момент. Да? Мы говорили про платные клиники в начале нашей беседы. И, значит, когда человек трудоспособный приходит в субботу, он ничего не оплачивает в поликлинике. Нет, Он диспансеризация это бесплатно. Бесплатное обследование. Это самая забота государства, которую вы и сказали. Да. Ага. Ну а говоря про платные поликлиники, предоставляют ли услуги диспансеризации они? Да, они тоже предоставляют, но у них тоже есть план, да, чтобы они делали диспансеризацию. То есть как бы платные, они должны вот эту диспансеризацию бесплатно вам проводить. То есть если вы к ним прикреплены. У нас такое же вот несколько есть медицинских клиник, где есть прикрепление платных. А подразумевает ли диспансеризация какие-то, с учетом наших климатических условий, особенностей региона, какие-то другие процедуры, которых нет, допустим, в других регионах? Нет, такого нету. Всё Это одинаково. российское, да, это То есть определенный стандарт? единый, да, определенный стандарт. И еще я хотела бы сказать про то, что вот новое в этом году, да, это оценка репродуктивного здоровья. То есть у молодых людей дополнительно к этим исследованиям добавились исследования для оценки репродуктивного здоровья. Причем да? как для женщин, так и для мужчин. Для женщин, для мужчин. Да, для мужчин добавилось осмотр уролога. И по показаниям уже может пройти там УЗИ, спермограмму, ПЦР. Это все бесплатно в рамках диспансеризации. У женщин также добавилось вот ПЦР-исследование, да, УЗИ добавилось и осмотр акушер-гинеколога. То есть вот как бы охватить теперь молодое... обычно вот для молодых же профилактический медицинский осмотр, он как бы уже, да, получается. И вот дополнительно к этому исследованиям добавилась оценка репродуктивного здоровья. То есть это в рамках профосмотра? Да, тоже диспансеризации? бесплатно по месту прикрепления. Ага. Вот. Ну, на самом деле, да, информация очень такая полезная, важная, потому что все мы знаем этот стереотип, что существует два вида болезней. Да? Одна сама пройдет, другая не лечится уже. Но это не так. Своевременное обращение за медицинской помощью – это залог, во-первых, и долголетия, и самое главное – комфортного самочувствия. Да. Потому что, Качество жизни. Качество жизни. Да. Да и самоощущение. Да. Вот. Если ты проверился, ты уже как бы спокойно ходишь, да, в следующем году еще раз пройдешь диспансеризацию. То есть вот человек должен заботиться о себе, а не ждать, когда у тебя что-то случится, и только потом бежать в поликлинику. Согласна с вами. Да. Спасибо вам огромное за такую полезную порцию информации с утра пораньше. Я напомню нашим телезрителям, что в студии была Мария Чукрова, заведующая отделом организации медицинской профилактики Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Спасибо вам за информацию. Ну, а мы как бы немножко затронули здоровье, в том числе, в принципе, да, забота о здоровье – это есть и ключ к долголетию. И говоря про долголетие, да, Шарль Кост отметил столетие 8 февраля этого года. Он старейший из ныне живущих чемпионов Олимпиад французов. Свое золото капитан четверки велосипедистов выиграл в командном преследовании на играх 1948 года в Лондоне. Шарль Кост уже начинает готовиться к эстафете Олимпийского огня. Наметил план легких тренировок, и вот подробнее об этом сейчас узнаем.
Шарлю Касте не удалось услышать гимн Франции «Марсельезу», когда он стоял на пьедестале почета на летних играх 1948 года в Лондоне. Но старейший из ныне живущих олимпийских медалистов Франции получит еще один момент славы, когда будет нести факел Парижских игр 2024 года. Касте, которому 8 февраля исполняется 100 лет, выиграл олимпийскую золотую медаль по велоспорту в командной гонке преследования. В его шкафу с наградами также есть приз Гран-при нации 1949 года, кубок гонки на время на 140 километров и кубки чемпионата Тур де Франс и Джиро d'Italia. Шарль Касте родился в 1924 году, когда Париж в последний раз принимал летние Олимпийские игры. Сегодня он передвигается с помощью ходунков, но воспоминания об олимпийском награждении по-прежнему свежи в памяти. Мы поднялись на подиум, небольшой подиум. Нам вручили медали, но они были в коробочках, на шею, как сегодня, их не вешали. Затем мы немного подождали, и через некоторое время нам сказали: «Вы не услышите Марсельезу, мы не смогли найти запись». Мы были немного разочарованы, но в итоге нашей целью была золотая медаль. Для Шарля и других игры были облегчением в тяжелый период после Второй мировой войны, когда люди все еще получали продукты по талонам. Это были первые послевоенные игры. Лондон все еще восстанавливался после бомбардировок, но они совсем не были похожи на современные. В мое время не было телевидения. Впрочем, еще один звездный час для него впереди. Он собирается нести олимпийский факел. Правда, немного волнуется из-за того, что ему сложно ходить. Я постараюсь сделать это, несмотря на инвалидность колена. Это большая честь. 2 года назад Шарля Касте наградили орденом Почетного легиона, высшей наградой Франции. Правда, из-за недосмотра это произошло позже, чем планировалось. Все ученые в один голос говорят о том, как важно читать, и при этом читать много, чтобы свой мозг постоянно нагружать нужной и полезной информацией. Потому что только в этом случае можно избежать так называемого старения мозга. А вот что читать, мы расскажем в нашей постоянной полезной рубрике «Книжная полка». Доброго утра, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о книге Лолы Коэн, которая называется «Метод Ли Страсберга. Сборник упражнений по актерскому мастерству». Это емкое и полезное руководство по актерскому мастерству. Упражнения в этом сборнике изначально придуманы Ли Страсбергом, создавшим свой метод в ответ на систему Станиславского. В Америке эта система стала известна как метод, и он вдохновил множество актеров. По каждой группе упражнений в этом сборнике приводятся комментарии актеров, драматургов, рассказывающих о своем опыте. Мне, к примеру, в этом сборнике очень понравилась глава номер 2, посвященная базовым упражнениям на сенсорную память. Основные упражнения на сенсорную память, их последовательность и комбинации Ли Страсберг разрабатывал и преподавал для того, чтобы улучшить концентрацию и восприимчивость методом стимуляции воображения, импульсов, жестов и поведения, питающих творческий процесс, в противоположность механическому, фальшивому копированию реальности. С помощью этих упражнений мы с вами учимся физической и умственной дисциплине. Основные упражнения на сенсорную память включают такие упражнения, например, как яркий солнечный свет, острый вкус, неприятный запах. По каждому упражнению приводится описание, комментарии актера и последовательность выполнения этих упражнений. Например, такое интересное упражнение, которое носит название «Зеркало, макияж, бритье», подразумевает визуальное восприятие себя. Ли Страсберг учил, что прежде чем понять своего персонажа, актер должен понять себя. Освоив это упражнение с зеркалом, вы можете вообразить что угодно, глядя в зеркало или сквозь воображаемое окно. Эта книга прежде всего адресована актерам, будущим и настоящим. Несомненную пользу она также принесет и режиссерам, драматургам, преподавателям сценического мастерства. Также идеи этой книги и упражнения будут полезны представителям публичных профессий, преподавателям, лекторам, политикам, ведущим передач. Ну что, друзья, я желаю вам приятного и полезного чтения. Будьте лучше, чем вчера.
Ну, книги — это, конечно, всегда был такой способ погрузиться в интересные миры, да, которые вживую мы, казалось бы, не можем посетить. И есть еще альтернатива, да, это театр и кино, потому что многие, мне кажется, идут в актеры и в кинематограф, чтобы вот в этом состоянии очутиться. И вообще, наверное, каждый хоть раз в жизни мечтал когда-нибудь сняться в кино или создать свой собственный фильм. Сейчас самое время, кстати, испытать свои силы в киноискусстве. Ведь киноиндустрия на Дальнем Востоке находится в стадии активного развития. В этом регионе зарегистрирована 101 компания, занимающаяся производством кино и видеофильмов, анимационных фильмов и телепрограмм. Согласно информации Ассоциации продюсеров кино и телевидения, в ближайшие 3 года 6 ведущих компаний проявили заинтересованность к съемкам в регионе. Кроме того, на Дальнем Востоке проводятся крупные кинофестивали, работают киношколы и киностудии. Киноиндустрия развивается в макрорегионе неравномерно. На данный момент ведущие позиции занимают Республика Саха-Якутия, наша родина, и Республика Бурятия, где действуют кинокомпании «Саха-фильм» и «Байкал-кино». Вот. Ну а, кстати, до 2026 года по поручению президента России Владимира Путина в Якутске будет запущен кинопавильон полного цикла. Это позволит более чем вдвое увеличить производство фильмов на Дальнем Востоке. Уникальный проект включает территорию для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов и вообще все, что необходимо сегодня в кинематографе. Также проектом предусмотрен самый большой в России виртуальный кинопавильон, позволяющий создавать практически любые локации для съемок. Ну а мы продолжаем наш эфир утренний. Я напомню, что это «Утро Якутия» на телеканале «Якутия-24». Говорить красиво очень и очень важно, потому что речь – это наша визитная карточка, или штрих к портрету буквально каждого человека. Особенно важно грамотно излагать свои мысли в нашу эпоху, когда бурно развиваются социальные сети. Да. Поэтому филологи настоятельно рекомендуют много читать, развивать в себе навыки ораторского искусства и, главное, изучать основы государственного русского языка. В этом вопросе надежным помощником выступает наша постоянная еще одна полезная рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем интересный разговор о слитном и раздельном написании наречий. Надо сказать, что наречие очень интересная и необычная часть речи. Слова, которые являются наречиями, являются производными. Иными словами, они образованы от слов других частей речи. Поэтому в наречии нередко встречаются омонимы. Например, «назло». Если это слово является существительным, то тогда мы должны написать его раздельно. Например, жаловаться на что? На зло, то есть жаловаться на несправедливость. А если это слово является наречием, то тогда оно должно писаться слитно. Например, сделать как? Сделать зачем? Назло. Тут мы слово «назло» мы напишем слитно. И синонимом этого слова может быть слово «специально». Давайте говорить правильно. Всего доброго! С 1 февраля проиндексированы федеральные и региональные материнские капиталы. Кроме того, напомню, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому получать мат-капитал будут дети, имеющие российское гражданство по рождению. О том, какие сертификаты для матерей есть в республике, нам расскажет аналитик отдела координации электронных услуг Центра «Мои документы» Александра Филиппова. Доброе утро. Доброе утро, да. Ну, вообще, вот мы сказали, федеральный, региональный, сколько всего сегодня в республике можно, как бы это ни звучало, сколько материнских капиталов можно получить от жителей республики? В республике у нас 5 капиталов, 2 из них это федеральные капиталы и 3 региональные. 2 федеральных это с 2007 года при рождении второго ребенка предоставляется капитал, и похожий капитал с 2020 года предоставляется при рождении первого ребенка. Это вот 2 федеральных. С 2011 года при рождении третьего ребенка в семье предоставляется капитал «Семья». А с 2019 года региональный капитал предоставляется при рождении второго ребенка. И с 2022 года в честь столетия ЯССР на детей всех рожденных с 22 по 27 год предоставляется целевой капитал «Дети столетия».
Как здорово. А какой размер материнских капиталов вот, в 2024 году, в текущем? Да, в текущем году все 5 капиталов, они проиндексированы, значит, размер увеличился. По федеральному капиталу на детей, на второго ребенка в семье, который родился с 2007 по 2019 год, размер капитала составляет 630 380 рублей. А на второго ребенка, который родился с 2020 года, размер капитала составляет 833 024 рубля. И если в семье, допустим, родился первый ребенок после 2020 года, потом родился второй ребенок, на второго ребенка получается как прибавление к основному капиталу, это сумма 202 643 рубля. Так, по капиталу дети столетия. Размер в этом году составляет 110 775 рублей. По капиталу РМК «Семья» на третьего ребенка размер в текущем году составляет 300 000 рублей. Он был увеличен 2 раза. Вот. И по региональному капиталу на второго ребенка размер составляет 30% от федерального, поэтому там тоже есть разделение по дате рождения ребенка. С 2019 года, с начала до конца 2019 года размер составляет 189 114 рублей. И на второго ребенка, который родился после 2020 года, размер составляет 249 907 рублей. Да. На самом деле звучит так все запутанно, надо сидеть с доской так, второй, первый, там вот здесь столько-то. Но в целом, да, как бы поддержка ощутимая, даже вот если мы будем говорить про суммы, да, озвученные. Но немаловажный вопрос, на что, потому что нельзя, это же не просто вот деньги, которые ты пришел, здрасте, у меня 2 ребенка, вот вам деньги, уходите. Родили, получите, распишите. Да, то есть какие-то предусмотрены конкретно вещи, куда можно потратить и в какой форме, скажем так. Да, все верно. По каждому капиталу есть свои направления. Тоже расскажу о них. По федеральным капиталам. Там есть важное такое деление, что можно использовать капитал до достижения 3 лет ребенка на определенное направление, и после достижения ребенка 3 лет тоже есть свои направления. Так, до 3 лет можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, либо на погашение основного долга и процентов по ипотеке, либо по займу, либо по кредиту на приобретение жилья. А также такое одно из популярных направлений – это получение выплаты в случае, если в семье доходы ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, то можно оформить выплату до 3 лет любого ребенка в семье по размеру среднедушевого дохода, по размеру прожиточного минимума на ребенка. Вот. А после достижения ребенка 3 лет можно направить эти средства на образование ребенка, на накопительную часть пенсии мамы и также по направлению улучшения жилищных условий. Это приобретение по договору купли-продажи, участие в долевом строительстве, либо самостоятельное строительство, либо привлечение строительной организации. Да, для построения ИЖС. Это вот основные направления. По региональному капиталу на второго ребенка также направления делятся на улучшение жилищных условий, это те же самые направления, при этом там условия достижения возраста ребенка 3 лет нет. Есть одно условие, что жилье должно быть обязательно находиться в Республике Саха-Якутия. Также можно распорядиться на образование ребенка и на оплату товаров и услуг для детей-инвалидов. Вот. По региональному капиталу «Семья» и «Дети столетия» там свой перечень совершенно другой идет. Основные направления по улучшению жилищных условий семьи, они остаются и во всех капиталах, да, можно сказать, 5. По РМК «Семья», то есть на третьего ребенка, можно потратить на приобретение оборудования, выполнение работ по подключению инженерных коммуникаций, это газ, вода, электричество. Также можно распорядиться на развитие личного подсобного хозяйства. Семья может приобрести трактора, такие сельскохозяйственные машины, приобрести сельскохозяйственных животных, либо на приобретение, либо на компенсацию, если с момента покупки не прошел 1 год. Также одно из таких направлений востребованных – это приобретение транспорта, компенсация приобретения транспорта тоже в течение 1 года, да, и на ремонт можно распорядиться. Александра, скажите, а как вот узнать остаток капиталов? Остаток капитала. Да. Остаток капиталов, он индексируется ежегодно, то есть если вы потратили часть, у вас осталась, она тоже будет увеличена на соответствующий процент. Да? Узнать в целом актуальные размеры можно электронно, не выходя из дома с телефона. По федеральным капиталам необходимо зайти на госуслуги.ру, там в поисковом запросе написать «капитал» и оформить выписку электронную. Она приходит в течение 5 минут,
иногда чуть дольше, и актуальный размер на момент запроса он выйдет. По нашим региональным капиталам можно зайти на портал eyakutia.ru, а также ввести в поисковик ключевое слово «капитал» и также запросить сведения, которые придут в течение 3 рабочих дней. Там будут актуальные размеры. Да. Вот говоря, кстати, про индексацию, да, а разнится ли, вот, к примеру, да, возьмем такие 2 случая, да, грубо говоря, вот у одной семьи родился второй ребенок там в районе там 2019, ну, там, 2017 года, да, к примеру, вот они получили материнский капитал за второго ребенка, но его там в течение, там, вот до сегодняшнего дня не тратили. У кого-то 2 детей родились, к примеру, там уже в 22-23 году, то есть они тоже получили капиталы. А у них суммы, соответственно, будут различаться. Вот это проиндексировано и полученное непосредственно сейчас. Да, в любом случае эти капиталы будут проиндексированы, но размер вот отличается с 2020 года, так как там был внедрен еще один капитал на первого ребенка, поэтому вот разница есть в размерах, и актуальный остаток, индексацию можно вот запросить. Вот, да, мы узнали, узнать, где. Да. Ну и такой вопрос про дети столетия с 22 года, он действует до 27-го. Если, допустим, вот в промежутке с 22 до 27 года у семьи рождается вот, 2 ребенка, за 5 лет 2 ребенка, в принципе, это очень даже реальная история. На каждого ли ребенка получается вот это вот сертификат «Дети столетия» или только на одного? Сертификат «Дети столетия» выдается на каждого ребенка. То есть, если в семье, допустим, родилась тройня, они получают федеральный капитал на первого, на второго, региональный на второго, также региональный на третьего, и каждый ребенок получает сертификат «Дети столетия». И вот мы опять вернулись к этой доске. Ну, в общем, «Дети столетия», все они будут «Дети столетия», на каждого будет получен сертификат. Александра, спасибо вам большое за эту полезную информацию. Очень, я думаю, важная для наших телезрителей будет, тем более, что семья и много детей — это всегда хорошо. Как минимум весело в самой семье внутри. Спасибо вам, хорошего вам дня. Ну а мы прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. О последних новостях они расскажут. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных новостях. Доля россиян, которые обладают базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, за 6 лет выросла до 72%. Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад. И за 6 лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов. В вопросах финансовой грамотности и культуры молодежь является самой активной группой населения. Они самые любопытные, самые быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы, и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов. По данным ВОЗ, бесплодие в России превысило показатель в 15%. Это дает основание признать проблему уже не столько медицинской, сколько социальной. Особые надежды возложены на вспомогательные репродуктивные технологии. С 2000 года в республике на базе медицинского центра имени Михаила Николаева проводятся манипуляции по искусственному оплодотворению. Пациенты с бесплодием сначала обращаются к гинекологу по месту жительства, где проходят обследование. Затем им вручают направление в отделение вспомогательных репродуктивных технологий Республиканской больницы номер 1. Следует отметить, что сейчас процесс ЭКО входит в программу обязательного медицинского страхования с 2013 года в рамках национального проекта «Демография». Ежегодно мы проводим 280 процедур ЭКО, и ежегодно они нарастают, и мы стремимся, конечно, к охвату всего объема желающих пациентов с бесплодием. У нас в республике достаточно современное отношение к программам ЭКО, никакой предусудительности к этому нет. И если таковая возможность предоставляется медициной и государством, то пары ею пользуются. С начала этого года на территории Якутии было выявлено более 300 нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. 30 из них были совершены с получением тяжкого вреда здоровью. В Якутске зарегистрировали 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками. Наиболее частыми причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил обгона.
хотелось бы напомнить, что водитель, который попал повторно в состояние опьянения в течение года после лишения водительского удостоверения, да, то есть когда он уже привлечен к административной ответственности как водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, да, и также как водитель уже был лишенным, то есть если у него срок закончился после лишения, также в течение года, если он попадается за рулем с признаками опьянения, то также на него, возможно, уже будет налагаться не административный штраф, а уже он будет отвечать по уголовной ответственности согласно статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Центр Хамуса побывал в Чурапчинском районе. Напомню, в прошлом году работники музея и Центра Хамуса народов мира разработали проект по изучению музыки и исполнительства на хамусе под названием «Хамусный код», а также выиграли грант главы Якутии 4 миллиона рублей. На эти средства лучшие преподаватели игры на хамусе, разделившись на 3 группы, посетят 10 районов республики, где обучают азам игры на варгане, наставляют учащихся, помогают им развивать свой талант. Так, Центр Хамуса побывал в Чурапчинском районе, где 300 детей погрузились в чарующие звуки варгана. Сегодня был, так сказать, музей хамуса. Я в первый раз попробовал сыграть на хамусе. Мне очень понравилось. Первый раз хочу теперь научиться играть на хамусе. Очень нравится музыка хамуса, песни хамуса. Это прекрасно. Около 150 человек примут участие в юбилейном чемпионате и первенстве России, а также в финале Кубка России по горнолыжному спорту, который пройдет на Камчатке в начале марта. В горнолыжную программу чемпионата и первенства России включены скоростные дисциплины. Это скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация. Ну а финал Кубка России состоится в дисциплине командные соревнования. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Устраиваясь на работу, многие задаются вопросом, а хороший ли коллектив? О том, как создать в коллективе и наладить отличный микроклимат, как работодателю нанять действительно нужного работника и полезного, в нашей беседе со следующим спикером. В студии Айталина Захарова, HR-консультант по управлению персоналом. Айталина, доброго вам утра. Доброе утро. Очень рада снова здесь быть. Ну вот это вот аббревиатура, да, HR. Ну, как бы на самом деле достаточно современная, но многие, мне кажется, люди до сих пор не видят разницу. Да? Ну вот кадровик да кадровик. Вот чем отличается специалист по кадрам и human resources менеджер, можно сказать? Вы знаете, я уже 7 лет в HR, но мои родители до сих пор думают, что я кадровик. Ну, ладно, пусть думают. Ну, вообще, да, это... Почему путают? Потому что это две специальности, которые занимаются с людьми, да, с персоналом, с сотрудниками. Вообще принципиально, на самом деле, существенная разница в том, что HR — это от английского Human Resources, в переводе менеджер по управлению человеческими ресурсами, он отвечает за эффективность команды, за мотивацию, он и ищет их, нанимает, обучает, развивает, мотивирует. В общем, делает всю работу для того, чтобы действительно сильные были команды, которые делают результат хороший. То есть в том числе тимбилдинг? Да, все это все вместе. А специалисты отдела кадров традиционные — это люди, которые занимаются документооборотом, да, делают приказы, отпуска, больничные, чтобы все следовало из трудовому законодательству, в общем-то. Ну и бывает такое, что они тоже нанимают, но в отличие от HR они не отвечают за эффективность, за общую эффективность. То есть им главное, чтобы трудовое законодательство не нарушалось, сроки по отпускам все выполнялось, а что там они чувствуют там в этом коллективе, это уже не ко мне вопрос, грубо говоря. Ну, грубо говоря, можно так сказать. Но вот я скажу, что сейчас в Якутске, так как HR еще не сильно развито, то уважаемые мной кадровики, они занимаются всем, поэтому бывает такое, что в компаниях они совмещают и отдел кадров, и HR. Вот. Но вы знаете, вот сейчас все-таки многие компании стараются следить за микроклиматом, да, это уже для многих стало таким нормальным, понятным явлением. Устраивают какие-то тренинги, которые
скрепляют корпоративные отношения, да, между коллегами. А можно ли сказать, что вот в Якутске в этом плане работодатели стали такие более осознанные? Да, вот вы сказали корпоративно, да. Сейчас создается эта в компаниях такая корпоративная культура называется, да. Был у меня один заказчик, который говорил, ну, у нас Айталина нормально с корпоративной культурой, мы каждый год делаем корпоративы. Ну, на это все не заканчивается, конечно, там все в купе, да, ценности, традиции, правила. И все-все-все. И сейчас все чаще, и меня это очень радует, да, если 3 года назад HR, не думали вообще о нем, что он нужен бизнесам, то сейчас уже все чаще и чаще обращаются к нам для того, чтобы налаживать вот этот климат, да. Что сделать, Айталина, что сделать для того, чтобы у меня команда была вовлеченнее, удовлетворены своей работой, да, чтобы они не избегали, не искали другие работы. Вот что делать Айталина? Часто приходит ко мне с таким вопросом. Давайте мы вас спросим все, что делать Айталина? Вот такой экспресс-совет коллегам. Во-первых, да, если к нам приходит заказчик, мы приходим, мы все анализируем. Там мы применяем разные инструменты. Это индивидуальные беседы 1 на 1, анонимные анкеты, опросы и так далее. А что оцениваете? Как вот определить, что в компании отличный микроклимат? Вот есть удовлетворенность и есть вовлеченность. Удовлетворенность, когда ему хорошо, нормально, да, ему в принципе нравится, но он стараться сильно не будет. А вовлеченный сотрудник, он болеет за компанию, он всей душой, он проявляет инициативу, да, он говорит об этом, он гордится тем, что он работает в этой компании, и действительно он прикладывает усилия для этого. Это очень можно поисследовать, можно понять, и главное, можно выявить потом, что с этим делать, как улучшать вот этот климат. Это все у нас делается через аналитику, исследование и так далее. Это все такая глубокая работа. Мы вот уже в разговоре стало понятно, что вдруг кому-то нет, что вы руководите HR-агентством в целом, и вот на ваш взгляд, то есть да, последний год развивается, но насколько HR вообще перспектива этого направления, что ждет его в нашей республике? Буквально на прошлой неделе мы закрыли 2 позиции на HR. То есть раньше никто у нас не заказывал HR, заказывал, это мы нанимаем под ключ. Вот. В прошлой неделе мы закрыли 2 HR в 2 разные компании. И еще на этой неделе тоже приступаем к поиску. То есть это даже говорит о том, что сейчас все становится популярнее. Да? И, как в других городах, более центральных городах, это прям необходимый человек каждой компании. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года каждая 3-я компания, наверное, будет в своем штате иметь уже отдельного HR, который будет организовать всю эту работу. Почему это происходит? Что из-за кадрового года. Да? Легче всего удержать, работать с существующими, чем каждый раз тратить время, деньги и силы на поиск новых. Да. Вообще вернемся к теме микроклимата. Да? Мы поговорили, и одна, наверное, из такой термин, который, в принципе, в обиходе последние 5, может быть, 6 лет, может быть, появился он раньше, но как-то чаще слышит, это выгорание, профессиональное выгорание и так далее, и тому подобное. И, в принципе, очень это состояние отражается и на психологическом состоянии работника. Он, во-первых, может и не только уйти с нынешнего места работы, а вообще во все тяжкие податься, да, не дай бог. Как быть, как вообще, что делать, чтобы был результат, и человек не выгорал? Тоже какие-то механизмы для этого существуют. Да, для этого существуют механизмы, но это в большей степени зависит от самого человека, который работает. Да? Не доводить себя до такого состояния, когда ты уже все перегружен, у тебя уже нету сил больше делать свою работу. Выгорание к нам пришло несколько лет назад, когда у нас пандемия случилась. В целом, я думаю, что выгорание не существует на самом деле, если уметь правильно работать над своим внутренним состоянием. И мы сейчас, кстати, работодатели, очень боремся с, эксперты по счастью и балансу, которые везде трубят, что уходите от работы, да, нелюбимые, не работайте на дядю. Я на самом деле за карьеру. Я думаю, если работа нравится, там всегда будут сложности. Просто нужно уметь над этим работать, преодолевать, да, и всегда быть честным с собой и давать те самые результаты, от которых тебя ждут. По поводу ухода от работы, мне кажется, везде есть плюсы и минусы, потому что, опять же, когда ты работаешь в найме, всегда есть кто-то выше тебя, кто, грубо говоря, твою спину прикрывает. Если что-то у тебя не получилось, тебя пожурят, то не критично. Когда, допустим, сам на себя ты можешь так
оступиться, что потом опять же в дауншифтинг какой-нибудь уйдешь. Сам же будешь это дело вот потом, грубо говоря, разгребать. Да. Да. Ну, вот поиск работников, ну это же такая большая ответственность. Вы можете порекомендовать какого-то нанятого человека работодателю, а он, может быть, потом, поначалу поработает, а потом выгорит, поймет, что это может быть не его. Это же такая ответственность. Вот с этим вопросом как вы работаете? Как мы HR, да, мы HR по большой любви, мы такая команда экспертов, которые суперсилой своей называем, то, что мы умеем увидеть людей, увидеть компании, которые в сочетании друг с другом, они могут давать классную синхронизированность и классную работу вместе. И, мы все равно основываемся на таких рабочих инструментах. Мы делаем 3 вида оценки. Это личностные, софт-скиллы, хард-скиллы, это навыки уже профессиональные. И третье, мы делаем разные оценки по ценностям, потому что не все друг другу подходят. Кто-то говорит, дайте мне хорошего сотрудника, а какой для вас хороший сотрудник? Он говорит, я думаю, что это лев, например, на роль руководителя, я думаю, что мне нужен лев. Поэтому понятия хорошести у всех разные. Скоро карты Таро тоже будут во время собеседования раскидывать. Италина, спасибо большое за такой экскурс, небольшой даже ликбез по целому направлению профессиональному. Есть еще поговорить нам, я думаю, в будущем, поэтому будем ждать еще раз в студии. Ну а пока хорошего вам дня мы желаем и продолжаем наш эфир. Эксперты говорят, что общение с животными помогает снять стресс и усталость. Говорят, кстати, про выгорание. Тоже неплохой способ бороться. И вот какое необычное решение придумали в Японии. Там открылось кафе с маленькими поросятами. Люди приходят попить кофе и подержать маленького поросенка на ручках. Понимаем, забавная информация звучит как розыгрыш, но это не так, и доказательства в следующем сюжете. Гости этого кафе в Токио быстро забывают о своих проблемах и тревогах. Помогают в этом карликовые свиньи или мини-пиги. Такая терапия находит все больше поклонников в Японии. Они очень забавные, такие крошечные и миниатюрные. Я даже захотел взять поросенка домой. Мы подумали, что кафе с мини-пигами – это что-то новое. Детям редко удается подержать на руках поросенка и погладить его. Хозяева кафе считают, что миниатюрные свиньи помогают снять стресс даже лучше, чем кошки или собаки. Дело в том, что поросята очень тянутся к людям. Каждая свинья уникальна, у всех разные характеры. Можно заметить, что одна посмелее, а другая ласковей. Эксперты говорят, что общение с животными может снизить кровяное давление, уменьшить головные боли и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это также улучшает самочувствие и помогает справляться со стрессом. Появляется все больше свидетельств того, что общение с домашними питомцами приносит людям пользу, укрепляя как психическое, так и физическое здоровье. Миниатюрных свиней вывели в Германии в 50-х годах прошлого века. Окрас у них может быть самым разным. Мини-пиги бывают маленькие, средние и крупные. Самые миниатюрные весят от 10 до 30 килограммов. Большие могут весить и 120. Карликовые свиньи хорошо поддаются дрессировке, поэтому их можно держать дома. С ними нужно играть и гулять, чтобы не было ожирения. Кафе с мини-пигами в Токио открылось в 2019 году. Сейчас в Японии работают 10 таких заведений. Вот на этом наш эфир сегодняшний завершается. Мы вас зарядили на день сегодняшний, поэтому желаем вам побед во всех ваших направлениях, которые вы сегодня себе зададите. Желаем, конечно, не выгореть, тем более, что тему эту мы сегодня затронули. Ну и, конечно же, по возможности заниматься только тем, что вам нравится. Уважаемые наши дорогие телезрители, мы желаем вам самого доброго дня, отличного настроения и продуктивной трудовой недели. До завтра.